Общество Терлой. Населенный пункт Арстах. Русскими солдатами было осуществлено здесь массовое истребление группы немощных чеченцев. Общее количество истребленных людей не установлено. Ачхой-Мартановский район. На юге селения Валерик. В этом месте был зверски убит Висита Анзоров, скрывавшийся в надежде спасти своего 10-летнего сына. Русские солдаты отрезали голову Висите, а 10-летнего мальчика взяли в плен. Затем русские принесли голову Виситы к мечети селения Шалажи и на площади села, перед мечетью, играли в футбол, используя вместо мяча голову Виситы. Отчаявшийся 10-летний сын нападал на играющих солдат, хватался за окровавленную голову отца, пытаясь отобрать ее у солдат, но затем и его русские стали гонять по площади вместо мяча. Галанчош, недалеко от поселения Гамие. Здесь, вблизи Галанчошского озера, в процессе депортации безжалостно было расстреляно 600 детей, женщин и стариков и брошено в озеро. Район Галанчош, селение Хайбах. Здесь 27 февраля 1944 года русские солдаты заживо сожгли около 700 или 750 человек, преимущественно детей, женщин и стариков. Люди, совершившие это злодеяние, были награждены правительственными наградами. Сожжены были больные, престарелые, женщины и дети. Самому старому было 110 лет, а самым маленьким малышам несколько часов от рождения. Зияудин Мальсагов свидетельствует: в Хайбахе в конюшне собрали людей со всех окрестных сел. Офицер НКВД приказал тем, кто не может идти, зайти в помещение. Здесь собрались старики, женщины, дети, больные, а также здоровые люди, присматривающие за больными и престарелыми родственниками. Это происходило на моих глазах. Всех остальных жителей района через селение Ялхарой под конвоем отправили в село Галашки и оттуда до железнодорожной станции. Примерно в промежутке с 10 до 11 часов, когда увели здоровую часть населения, ворота конюшни закрыли. Слышу команду: «Огонь!» Вспыхнул огонь, охватив всю конюшню. Оказывается, все заранее было подготовлено и облито керосином. Когда пламя поднялось над конюшней, люди, находившиеся внутри конюшни, с неестественными криками о помощи, выбили ворота и рванулись к выходу. Тут же из автоматов и ручных пулеметов начали расстреливать убегающих людей. Выход у конюшни был завален трупами. Магомед Гаев, 1931 года рождения, свидетельствует: даже на далеком расстоянии было заметно, что в селе творится что-то страшное. Сотни голосов, слившись воедино, превратились в один жуткий, нечеловеческий крик. Это были крики сжигаемых людей. Насирбек Ганашев рассказал следующую историю. В вагоне-телятнике было тесно, лежать было негде. Люди с трудом умещались сидя, поэтому приходилось лежать по очереди. Отдыхали только тяжело больные. Болели многие, особенно дети. Помню, очень плохо в тот злополучный день было 5-летнему мальчику. У него был сильный жар, он просил пить. На одной из станций нашего эшелона мать этого мальчика подвела его к заглянувшему в вагон офицеру. Она просила позволить набрать хотя бы снега для сына. К мольбам женщины присоединились и находившиеся в вагоне старики. И тогда военный схватил плачущего ребенка и сошел с вагона. Мы все с облегчением подумали, что он хочет напоить его, но вместо этого офицер швырнул ребенка в кузов одной из машин с трупами, крикнув: «Все, теперь вода не понадобится». Бедная мать ребенка кинулась к машине, но раздавшийся глухой выстрел остановил ее навсегда. Тогда на убийцу кинулся старший сын, но и его постигла та же участь. Его расстреляли в упор. За 13 дней пути только из одного нашего вагона вынесли 24 трупа.
из большого количества смертей не все тела увозили. Многие трупы оставляли лежать вдоль железной дороги, так и не погребенными. Другой ужасный случай рассказала Сайдат Муртазалиева, уроженка Гудермеса. В те холодные дни мне было 8 лет, но, несмотря на свой возраст, я хорошо понимала, что нас везут в ссылку. В нашем вагоне, если его можно так назвать, потому что больше он был похож на заброшенный свинарник, в основном были женщины. И была среди нас одна женщина, уже не помню, как ее звали, которая должна была с минуты на минуту родить. Ночью у нее начались схватки. В полной антисанитарии женщина родила 2 прелестных близняшек, мальчика и девочку. На утро, когда начали выносить трупы, от военных она спрятала младенцев под мешками с песком. Но плач девочки выдали бедную женщину. Чтобы спасти мальчика, женщина сама отдала в руки извергам маленькую девочку, которую офицеры до смерти забили ногами. До сих пор не могу понять, как такое возможно сделать. Не могу даже представить, что она пережила в то утро. Но на лице у нее даже не было слез. Их она растратила несколькими днями раньше, когда убили ее мужа и 2 братьев. У нее больше никого не было, кроме новорожденного мальчика, которого она спасла ценой жизни своей дочери.